Ну, те оценки, которые сейчас были даны, мы внимательно наблюдаем, конечно, за тем, что происходит вокруг Абхазии, что происходит сейчас на СВО, какие формы ведения войны, новые формы ведения войны. Конечно же, ситуация меняется на Южном Кавказе, и это нас не может не беспокоить. Вы знаете, что на днях было нарушено воздушное пространство беспилотными летательными аппаратами, воздушное пространство Абхазии. Эти беспилотники пришли с территории по морю, зашли на территорию Абхазии и ушли в российскую сторону. С этим было связано и вчерашнее проведение заседания Совета Безопасности, где президент поручил силовым ведомствам, непосредственно Министерству обороны, Службу государственной безопасности, разработать срочно план действий, каким образом мы можем реагировать. Значит, заслушал доклады наших силовиков, мы получили ту информацию, какая была на тот день, и дальше вы знаете прекрасно, что у нас с Российской Федерацией подписано много разных документов в области обороны и безопасности. Мы на основании этих соглашений запросили консультации с нашими коллегами и будем сейчас плотно общаться на предмет того, чтобы усилить наше ПВО, рэбы различные, потому что вы видели, да, насколько эти беспилотники сейчас современные, какие они маневренные, низколетящие цели, старые системы уже они их не могут зафиксировать, поэтому у России в этом плане, то, о чем вы сейчас говорили, есть большой опыт, и вы видели, какое количество беспилотников было сбито над российской территорией, непосредственно в Сириусе. Поэтому опыт в этом плане есть, и мы запросили в этом плане консультации для того, чтобы понять, какие возможности нам могут сюда поставить в рамках этих соглашений. Еще раз повторяю, они у нас, слава богу, есть. Ничего дополнительного нам подписывать не нужно. Просто нужны будут непосредственные шаги для того, чтобы усилить наше здесь ПВО. Здесь стоят и прикрыты они комплексами крупными, но это уже совершенно другая история. Беспилотники летят очень низко. Взять их теми комплексами, которые у нас есть, сложно. Поэтому вот такая работа в этом плане поставлена, она ведется. Мало того, мы сейчас уже дали указания непосредственно руководителям Министерства ведомств для того, чтобы мы могли вовремя оповестить наше население о такого рода опасности. Наши люди должны знать, что нужно будет делать, каким образом нужно будет себя вести. Поэтому работа в этом плане ведется. Если там дополнительно какие-то обсуждения, я надеюсь, что мы именно в таком ключе будем здесь обсуждать, я готов уже предметно на какие-то вещи дать ответ. Что касается таких доктринальных документов в области национальной безопасности, хочу вам об этом сказать, что мы начали прорабатывать уже системно все эти направления, и в скором времени, после того, как будет следующий Совет Безопасности, президент поручит создать рабочую группу, куда войдут в том числе и наши политические партии, специалисты в области обороны и безопасности. Документы будут следующего характера. Это будет концепция национальной безопасности, это будет доктрина военная и стратегия национальной безопасности. Это три таких важных документов для нас. Мы должны начать их обсуждать публично, потому что никто закрывать эту информацию не будет. Все те параметры и данные, которые будут туда вноситься. Там будут обсуждаться сегодняшние наши угрозы и способы решения этих угроз.
в разных странах такие документы меняются каждые 5 лет, каждые 7 лет. Мы последний раз нашу концепцию национальной безопасности утверждали в 2011 году. После этого прошло очень много лет, и многое, что поменялось, в том числе то, о чем вы говорите, способы ведения войны и средства ведения войны. Поэтому мы обязаны идти в ногу со временем, и в этой доктрине военной, в концепции и стратегии национальной безопасности мы обсудим не только военную безопасность, но и различного рода другие виды безопасности, которые волнуют наше общество. И поэтому я приглашаю к обсуждению этих документов, политических документов, наши слои. После того, как будут обсуждаться, вот, и рабочую группу мы посмотрим, кто сможет войти, специалисты, там, историки наши, потому что там нужно будет серьезно к этому подходить, вопрос не одного дня и не одной недели. Но это нам необходимо, мы должны понять, как мы движемся, какие у нас реальные есть силы, средства для того, чтобы противостоять сегодняшним вызовам и сегодняшним угрозам. Вот если коротко, вот такая вот работа ведется, и Совет Безопасности непосредственно будет в этом активно принимать участие.